Здравствуйте. Свежий снежок припорошил слегка неприглядность наших улиц и дворов, но это буквально на пару дней, и уже завтра грязь и мусор снова будут бить нам в глаза. Властям, надо думать, за это достанется. Ну а между тем все это безобразие творят собственными своими руками тысячи и тысячи горожан. Буквально пару фактов об этом мы приведем в нашей передаче, но сделаем это сразу после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Прокуратура республики прекратила уголовное дело по факту убийства 6 человек в селе Найба Булунского района в связи со смертью подозреваемых. Прокуратура предписала Министерству внутренних дел устранить причины и условия, которые способствовали совершению преступления. А прокурор Булунского района привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, сообщается на сайте прокуратуры. Ну а меры эти, видимо, предприняты в связи со слабой, в общем-то, работой милиции в этом селе. Убийство нескольких человек стало местью за преступление, совершенное одним из убитых накануне. Завершено расследование еще одного преступления, на этот раз совершенного в Якутске, по факту хакерской атаки на сервер компании Саха Интернет. В ночь на 1 января 2006 года двое жителей Якутска, используя программу удаленного доступа, изменили содержание информации главных веб-страниц нескольких сайтов. На этих сайтах появились новогодние поздравления от имени вот этой хакерской группы, ну и кроме того различные заголовки нецензурного содержания. Злоумышленников задержали в одном из компьютерных клубов Якутска. Да, кстати сказать, один из них взрослый человек, в общем-то выпускник одного из колледжей в столице нашей республики, оператор ВМ, так сказать, по специальности, а его напарник, несовершеннолетний, учится как раз в этом же самом колледже. В Якутии на 2 года раньше всей страны будет прекращена деятельность различного рода игорных заведений. Депутаты Илтумена сегодня приняли закон о полном запрете с 1 июля этого года деятельности по организации и проведению азартных игр, за исключением букмекерских контор и тотализаторов. Закрытие всех игорных заведений приведет к выпадению из бюджета республики около 150 миллионов рублей. Свежий снежок припорошил слегка неприглядность улиц наших и дворов, но буквально сделал это на 2 дня. Буквально завтра уже вся эта красота сойдет, и снова грязь и мусор начнут бить нам самым натуральным образом в глаза. Властям, конечно же, за это достанется, и не только от органов санитарного надзора, но и от населения тоже. Ну а между тем, безобразие это творится буквально ежедневно, или точнее сказать ежевечерне, тысячами и тысячами горожан буквально у себя под носом. Убедился я там лишний раз сегодня, когда во время рейда мы посетили несколько районов столицы республики. Рейд проводился управлением за контролем за коммунальным хозяйством нашего города, а также экологической милицией. Это новое подразделение столичного управления внутренних дел. И первый из таких адресов — это свалка на улице Якутская. Ну, сегодня опять-таки она выглядит намного красивее, можно даже, наверное, так высказаться, под свежим тонким слоем снега. Однако сути гадкой своей эта свалка все равно не изменяет. Вот едет на машине, везет бачки. Вот, едет он по поводу. Мусор в багажник закинул, по дороге выкинул. Вот так вот. Да. А потом Ну, то есть говорят, сами жители же, да? Конечно, сами жители, только не вот именно все время говорят, что это мы крайние, да? А мы, видите, вот вы видите у меня помойку где-нибудь под носом? Не, ну я смотрю, вы даже у себя снег тут выбираете тоже. Да. Потому что у меня бочка стоит, мы все сжигаем. Здравствуйте. Скажите, вот тут по свалке, вот, которая напротив вашей калитки получается, как думаете, кто это валит? Все валят. В смысле, кто все? Жители, да? Оттуда. А вы тоже вываливаете туда? Нет. А вы куда мусор деваете? Ну, мусор сжигаем половину, а это валим у меня отдельно вон там, к озеру. И в результате озеро летом впечатляет. По периметру оно полностью загажено мусором. Управа строительного округа что может, то делает. Вы какие-то меры хотя бы раз тут приняли в отношении тех, кто сюда вываливает? Удалось найти, вычислить их? Нет. Высоко здесь рейдов устраивали, но в основном в ночное время, скажем, вываливает мусор. И поэтому еще пока не ловили. Ну, вы знаете, по сравнению с прошлыми годами, в этом году здесь намного меньше мусора, но еще посмотрим, что будет ближе к лету, потому что сейчас каждый частный двор будет производить уборку у себя на дворовых территориях, и, естественно, она вся будет вываливаться здесь. Ну, поэтому рейды здесь будут устраиваться теперь еженедельные. Будем отслеживать, будем работать.
Но у нас созданы именно уличные комитеты, вот, допустим, ТОС Возрождения, это по Песчаной, по Коммунаров, по Герцена, по Суворова. И вот прорабатываем этот вопрос. Ну, если в прошлом году было сколько свалок, то 4 свалки, то силами управы и жильцами, и предприятиями как бы убрали 2 свалки, вот осталась вот самая проблемная, это улица Якутская. А здесь уличный комитет есть? Ну, такого здесь улица Якутская, как бы, тут всего несколько домов, поэтому здесь трудновато создать уличный комитет. Состояние очень сильно улучшилось. Такие вот глобальные свалки были. Все в основном вывозится вот благодаря управам, главам управам, их организации, работе, как бы работают люди. Более жесткие меры стали принимать к нарушителям. Штрафы были до этого, но они не были такими большими, как сейчас. Да, у нас по ИП по должностным лицам штраф, значит, от 2 до 5 тысяч. Юридические и физические лица от 10 до 100 тысяч рублей. И как часто их применяют? На комиссии еженедельно проходит по 15-20. Это и торговые объекты, и управляющие компании. Вчера мы провели рейд повторный торговых объектов и подрядных предприятий, которых мы наказывали на прошлой неделе. И хотелось бы сказать, что люди отнеслись к этому серьезно, потому что придраться не к чему было. Все было чисто, убрано. Чего никак не скажешь о стихийной свалке в Гагаринском округе. В связи с тем, что контейнерную площадку отсюда убрали, люди по привычке несут мусор сюда, куда и носили раньше. Хотя проводились собрания, проводились беседы, объявления развешивались, управляющие компании насчет этого работают. В данный момент управляющие компании вот эти вот свалки мусора убирают по очереди. А как делать, как быть-то все-таки, что делать на самом-то деле? Наше предложение такое, мы написали письмо на ДИО, чтобы нам разрешили здесь поставить или киоск-остановку, или по торговую точку отдать. Что это даст? Что это даст то, что, мне кажется, люди тогда не понесут к торговой точке мусор. А что можете сказать с частным сектором, как у вас там ситуация? С частным сектором, также частный сектор, проводим собрания по улицам, развешиваем объявления. Они проводят у себя около дворов субботники, мусора такого нету. Ну, проблему вы можете сказать нет. Вот, значит, пример такой. По улице Пилотов, там стоит у нас такое сухое дерево старое. Раньше там тоже такая же была свалка, частный сектор, туда стаскивали кузова и мусор. Где-то, по-моему, 2 или 2 года назад поставили там киоск. Свалки нету. Поэтому просим, чтобы вот здесь тоже поставили. Скажите, вот то, что касается торговых, вы сейчас упомянули об этом заведении, я имею в виду киоски, магазины и так далее. Можете сказать, назвать какой-то из них, которая, скажем так, в антисанитарном состоянии содержит свою территорию, и у вас какие-то претензии есть к ним? Нет, не могу. У нас все торговые точки чистятся, субботники выходят. Нет, таких претензий нету к ним. Что касается кругов города, как вы можете сказать, можете сравнить, в каком лучше, в каком хуже, в смысле санитарное состояние? Санитарное состояние у нас, конечно, значительно лучше по Центральному округу, по Сайсарскому округу, Гагаринский округ, строительный, автодорожный округ, промышленный. Было гораздо хуже, чем сейчас, но сейчас вот за последние буквально недели состояние санитарное заметно улучшилось. Что касается подрядных предприятий и торговых точек, торговых предприятий, люди относятся серьезно, проводят все субботники. Значит, подрядными предприятиями сейчас вывозится очень большой объем зимних накоплений. Сейчас, я думаю, что у нас по санитарному состоянию скоро ситуация улучшится. Вот, например, если сравнивать с прошлым годом, с прошлогодней весной, в худшую сторону ситуация меняется как? В лучшую сторону, во многом в лучшую сторону. Управы проводят очень большую работу с населением, управляющие компании тоже проводят очень большую работу по своему жилому фонду со своими жителями. Жители относятся более серьезнее, начали ко всем мероприятиям, на субботники выходит очень большое количество населения. Люди заинтересованы в том, чтобы было чисто в их дворах, в их домах.
Но вот если жителям многоквартирных домов в кварталах благоустроенной застройки еще каким-то образом можно там навести порядок все-таки, то вот кажется совершенно безвыходным ситуация в частном секторе. А между тем это совершенно не так. Мы вот сегодня уже слышали об уличных комитетах, которые созданы, например, в строительном округе. Так вот этим общественным формированием вполне по силам заключать договоры на уборку мусора вот из этих самых жилых кварталов частной застройки. Причем это будет стоить не какие-то немыслимые совершенно суммы, а буквально максимум 17 рублей в месяц одной семье. Тем более, что и есть компании, коммерческие структуры, которые готовы заняться этим самым бизнесом. Однако частники по какой-то причине все еще не готовы на то, чтобы пойти на вот такие, в общем-то, достаточно маленькие расходы. На сегодня все. Встретимся завтра. До свидания.